Азиз Сурахматов собрался на парламентские выборы. Кресло мэра столицы занял вице-мэр Нариман Тюлеев. Пока что он будет исполнять обязанности градоначальника. Мэром Бишкека Сурахматов пробыл всего лишь 2 года. Остались невыполненные планы, но начатое продолжит нынешняя команда, сказал он. Также мы с Нариманом Ташболотовичем работали в Джогорку Кенеш. Мы были депутатами от одной фракции, от Аджурт. Мы тогда были соратниками. И я вот эти 4 дня с ним вел переговоры по поводу того, чтобы он был первым заместителем. Он очень долго отказывался. Я вчера в 12 часов ночи его уговорил. И я просто прошу, чтобы Нариман Ташболотович продолжил эту работу. А я бы хотел в течение вот этой недели, 2 недель стартуют выборы в Джогорку Кенеш. Я планирую пойти на выборы. Он поблагодарил горожан за поддержку и сообщил журналистам, что несколько дней уговаривал Тюлеева, потому что сейчас Бишкек остро нуждается в кризис-менеджере. И я думаю, что уверен, что мы принимаем сейчас правильное решение. Нариман Ташболотович был мэром города, оставил очень хороший след. Он опытный менеджер, управленец, руководитель. Хочу пожелать успехов в работе и крепкого здоровья. Спасибо большое. По закону Нариман Тюлеев будет исполнять обязанности мэра до выборов нового. Мэра Бишкека избирает, напомним, городской Кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр. Тюлеев уверил общественность, что готов работать 24 часа в сутки для развития Бишкека. Спасибо вам за службу городу, горожанам. Вы собрали хорошую, отличную команду. Она хорошо работала и пусть дальше работает. Мы вместе надеюсь, что вместе дальше будем улучшать нашу работу. Азиз Эмильбекович говорил о том, что пандемия, экономический кризис, и в это тяжелое время нужен кризис-менеджер. Напомним, Тюлеев обвинялся по таким статьям, как коррупция и легализация преступных доходов. По данным прокуратуры, во время работы градоначальником он инициировал закупку в Китае пассажирских автобусов по заведомо завышенной цене, в результате чего государству был нанесен ущерб в $1 миллион. Весной 2016 года Тюлеев вышел на свободу по амнистии в соответствии с решением суда, а также в связи с тем, что полностью возместил ущерб. Тогда он лишился торговых центров «Сапат» и «Караван», подвала и 1-го этажа ТЦ на пересечении улицы Металеева-Тохтогола, 7 домов, 3 гаражей и автомобиля. Элиза Балбакова, Тазагуль Эмильбекова, Алтын Сакиев, Нью ТВ.